В Ингушетии окажут продуктовую помощь семьям погибших в зоне СВО военнослужащих и сотрудников Управления Федеральной службы войск Национальной гвардии. Глава региона Махмуд Али Калиматов в своем телеграм-канале сообщил, что акция приурочена к столетию образования ингушской государственности. Сотрудники Джерахско-Айсинского музея-заповедника инспектировали башенный комплекс ГУЛ. В ходе инспекции был собран полевой материал, который будет использован при составлении актов технического состояния объектов культурного наследия. ГУЛ некогда состоял из боевой и 8 жилых башен с различными пристройками. Сейчас большинство сооружений древнего поселения практически полностью разрушены. РАНХИКС запустил масштабную систему информирования о мошеннических схемах «Антимошенник». Ее целью является каталогизация и систематизация всех имеющихся на данный момент мошеннических схем, используемых телефонными и интернет-мошенниками. По задумке разработчиков, эти данные помогут досконально исследовать мошеннический дискурс, выработать эффективные стратегии и навыки противодействия. На странице проекта уже представлены 5 сценариев, которые в последнее время активно используются мошенниками. Каждый из них сопровожден алгоритмом противодействия. Все обособленные подразделения медицинских организаций в сельских населенных пунктах, где нет аптек, смогут получить лицензию на розничную торговлю лекарственными препаратами. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Ранее возможность отпускать льготные лекарства и продавать препараты в селах без аптек была только у амбулаторий, фельдшерских пунктов, отделений общей врачебной практики. Снятие ограничений позволит повысить доступность лекарств для граждан. Людям не придется ездить в соседние населенные пункты, чтобы приобрести или получить лекарства по льготе. Минобрнауки в ближайшее время планирует провести общественный совет, где с экспертным сообществом детально обсудит проект с новым перечнем вступительных испытаний для поступления в российские вузы. Ранее Минобрнауки разработала обновленный перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования. Согласно проекту, министерство планирует оставить сдачу русского языка обязательной для поступления в вузы по всем направлениям и специальностям, включая инженерно-технические. Также вступительные испытания будут включать в себя экзамен по русскому, профильному предмету из списка обязательных, которые выбирает вуз, и 1-2 профильных предмета из оставшихся. В Госдуме предложили увеличить зарплату специалистам по социальной работе до 100% от средней заработной платы в регионе. Автор инициативы, первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова отметила, что согласно указу президента России Владимира Путина было заложено повышение зарплаты до 100% от средней в регионе для социальных работников. Но в соответствии с федеральным законом об основах социального обслуживания населения в субъектах Российской Федерации предоставление социальных услуг осуществляется как сотрудниками, занимающими должность социальный работник, так и лицами, имеющими должность специалист по социальной работе. Депутаты Госдумы внесут на рассмотрение Нижней палаты парламента законопроект, предусматривающий ответственность вплоть до лишения права управления транспортным средством за повторное незаконное использование знака «Инвалид». В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в последнее время растет количество водителей, незаконно использующих знак «Инвалид» на своих машинах для бесплатной парковки.